Знаете, что общего между шахским гаремом, гробом с трупом и кувшином уксуса? Ассаламу алейкум, родные! Сегодня вы узнаете правду, которую столетиями прятали за коврами дворцов и стихами Хафиза. Мы погрузимся в эпоху, где религия боролась с человеческими слабостями, а за нарушение запретов рубили головы. Но жажда наслаждений была сильнее страха. Сегодня мы углубимся в еще более запретные уголки персидской истории. После ваших вопросов я провел дополнительное исследование и готов раскрыть новые шокирующие факты, о которых не пишут в учебниках. Банги или банг – наркотик нищих и дервишей. Помимо гашиша, в Персии использовали банги – напиток из конопли, молока и специй. Его пили дервиши во время ритуалов, а бедняки, чтобы заглушить боль. Цитата из путевых заметок 1887 года. На базаре продавцы шептали: «Банги – дар Аллаха для тех, кому недоступен опиум». Рецепты банги встречаются в старых медицинских трактатах. Но религиозные лидеры называли его дьявольским зельем. В гаремах шаха женщины использовали духи с добавлением мускуса и амбры, которые считались афродизиаками. Однако некоторые смеси содержали настойки белены, вызывающие галлюцинации. Скандал в 1860-х годах. Фаворитка шаха была изгнана за то, что одурманила повелителя ароматами. Подробности в мемуарах придворного врача Закарии Казвини. В горах Гиляна существовали секты, исповедовавшие доисламские верования. Они пили настойку из мухоморов, веря, что она открывает дверь в мир духов. Европейские миссионеры называли это языческим безумием. Кстати, еще один факт. Образцы таких снадобий были найдены в 1921 году в кувшинах с печатями в форме солнца. После запретов 1870-х контрабандисты проложили маршруты через пустыни, где караваны часто гибли от жажды. Опиум прятали в гробах под трупами, чтобы избежать обыска. К 1890 году через Персию проходило до 40% опиума, попадавшего в Европу. Данные британской Остинской компании. Зороастрийские общины, несмотря на гонения, легально производили вино для религиозных обрядов. Но часть напитка тайно продавалась мусульманам через подпольные сети. Лайфхак XIX века. Чтобы скрыть вино, его переливали в кувшины с надписью «Уксус для лечения желудка». Некоторые блюда при дворе считались греховными из-за ингредиентов. Мясо лебедя считалось, что его едят только джинны. Вино – настоянное на женьшене, афродизиак, который шах употреблял перед посещением гарема. В конце XIX века принц Камран Мирза инициировал кампанию против наркотиков, велел засыпать опиумные поля солью, ввел налог на грех для торговцев. Современники писали, что сам принц тайно курил опиум для вдохновения. Поэзия Хафиза, полная намеков на вино и мистику, была запрещена в некоторых медресе. Молодые бунтари учили стихи наизусть и переписывали их на обрывках ткани. За копию дивана и Хафиз на черном рынке давали столько же, сколько за бутыль опиума. Но контрабандисты продавали ее страницы на черном рынке за столько же, сколько стоил опиум. Представьте, каждый второй караван погибал, но игра стоила свеч. За один рейс можно было получить столько золота, сколько весил верблюд. И да, опиум прятали даже в посохах паломников, идущих в Мекку. Как же объяснить, почему в самые безысходные моменты солдаты XIX века искали утешение в столь неожиданных субстанциях? Архивные хроники переносят нас в ту эпоху, когда в период с 1830 по 1850-е годы на просторах присоединенных к Российской империи земель Средней Азии во время Хивинского похода солдаты оказывались перед выбором между привычной водкою и дикими местными дурманами. В те времена, когда традиционные напитки становились недоступными, именно местный гашиш, принесенный из соседних Персии и Афганистана, становился своеобразным заменителем. Архивные записки военных врачей свидетельствуют о том, как в сложнейших условиях военных кампаний, лишенные привычного утешения, бойцы временно обретали покой, погружаясь в мир иллюзий и измененных ощущений. Забавно, но даже в суровых реалиях того времени
люди умудрялись находить моменты облегчения в том, что сегодня многие могли бы назвать парадоксом. Одновременно Персия, с ее древней историей торговли опием, играла ключевую роль в наркотическом обороте. Древние торговые пути, по которым шел опий, достигали своего расцвета именно в те годы, когда регион становился важным узлом на пути наркотической торговли. Документальные свидетельства рассказывают о том, как опий, транспортируемый через священные земли Персии, оказывал влияние не только на экономику, но и на общественную жизнь целых народов. Таким образом, эти исторические летописи не только раскрывают богатство культурного наследия региона, но и демонстрируют, как наркотическая субкультура, воплощенная в гашише и опии, проникала в повседневную жизнь. Если углубиться в исследования, можно обнаружить, что подобные явления оказывали влияние на военные, экономические и социальные процессы в тех отдаленных краях, где пересекались интересы великих держав и местных традиций. Эта история напоминает нам о том, что даже в самых непростых условиях человеческая природа ищет способы обрести утешение и радость, пусть даже через призму тех субстанций, которые сегодня вызывают бурные споры. Родные, эта история не просто набор дат. Это история о людях, которые рисковали жизнью ради мига свободы. Если вам, как и мне, интересно ворошить прошлое, поддержите канал. Нажмите «Нравится», это поможет выпуску попасть в рекомендации. Напишите в комментариях, какой запрет вас шокировал больше всего. И подпишитесь, впереди еще 10 веков запретных тайн от Японии до Османской империи. Ваша поддержка – это наш общий кувшин уксуса, за которым скрывается нечто большее. А теперь, дорогие друзья, не забудьте, ссылка на новый англоязычный проект от Натапчане находится в описании и закрепленном комментарии. Этот проект – еще один удивительный виток нашего общего путешествия в мир тайн и загадок истории. Мы просим вас поддержать его, пройти по ссылке, подписаться и поделиться с друзьями. Кроме того, приглашаем вас также посетить наш канал с огромной коллекцией видео, где собрана музыка любого жанра для тренировок, спорта и фитнеса. Здесь каждая нота и каждый ритм становятся вдохновением для ваших занятий, даря энергию и драйв. Поддержите нас. Спасибо, что смотрите, что верите в наши идеи и помогаете нам открывать для вас неизведанные страницы истории. До новых встреч, где каждый новый проект – это ключ к великому многообразию человеческих жизней и легенд. Что если ваша родина внезапно станет чужой? Нагорный Карабах – регион, чьи горные хребты и долины хранят следы тысячелетий. Его название, интерпретируемое с тюркского и армянского как «черный сад» или «каменное Нагорье», отражает сложный симбиоз культур. Но за поэтикой топонима скрывается трагедия. Спор о праве на эту землю стал одним из самых затяжных конфликтов на постсоветском пространстве. Исторические источники, включая археологические находки и клинописные таблички, указывают, что уже в IX веке до нашей эры территория современного Карабаха входила в состав Урарту, древнего государства, связанного с протоармянскими племенами. Позже, в эпоху Арташесидов, II-I века до нашей эры, регион стал частью армянского царства. Однако в средние века Карабах пережил волны завоеваний. Арабы, тюрки-сельджуки, монголы. К XV веку здесь сформировалось армянское меликство Хамсы. 5 княжеств, сохранявших автономию под персидским владычеством.
В этот период армянское население доминировало, о чем свидетельствуют церкви, хачкары, каменные кресты и записи путешественников, таких как Жан Шарден, XVII век. Гюлистанский договор 1813 года между Россией и Персией закрепил переход части карабахских земель под контроль России. Однако административное оформление региона оставалось спорным. После революции 1917 года Закавказье погрузилось в хаос. Армения и Азербайджан, провозгласившие независимость, оспаривали Карабах. В 1918 году Первая Азербайджанская республика установила контроль над регионом, несмотря на протесты армянского населения. В 1921 году Кавказское бюро РКП под давлением Сталина передало Нагорный Карабах в состав Азербайджанской ССР, предоставив ему статус автономной области. В 1923 году это решение, как отмечают архивы, было политическим компромиссом. Москва стремилась заручиться поддержкой Турции, симпатизировавшей Азербайджану. По данным переписи 1926 года, армяне составляли 94% населения НКО. Однако к 1980 годам их доля снизилась до 76% из-за миграционной политики Баку. 20 февраля 1988 года Совет народных депутатов НКО проголосовал за выход из Азербайджана и присоединение к Армении. Это решение, легализованное статьей 78 Конституции СССР, стало искрой для конфликта. Ответом стали погромы в Сумгаите, февраль 1988 года, затем в Баку и Кировабаде. Центральная власть, парализованная кризисом, не смогла предотвратить эскалацию. После распада СССР в 1991 году началась полномасштабная война. Армянские силы установили контроль над НКО и 7 прилегающими районами Азербайджана. Потери – 30 тысяч погибших, более миллиона беженцев с обеих сторон. Май 1994 года. Бишкекский протокол о перемирии, но не о мире. Вторая Карабахская война, сентябрь-ноябрь 2020 года, изменила баланс. Азербайджан, усиленный турецкими беспилотниками «Байрактар» и политической поддержкой Анкары, вернул территории, утраченные в 90-х. Технологический разрыв. Азербайджан потратил миллиарды долларов на модернизацию армии, закупив у Турции и Израиля высокоточное оружие. Дипломатическая изоляция Еревана. Союз с Россией не компенсировал отсутствие поддержки со стороны Запада. Внутренний кризис в Армении. Революция 2018 года ослабила военно-политическую систему. 10 ноября 2020 года при посредничестве Москвы было подписано трехстороннее соглашение. Армения вернула Азербайджану районы Агдам, Кельбаджар и Лачин. В регион введены российские миротворцы. Чей Карабах? Между правом и реальностью. Армянская позиция, историческая преемственность, церкви, топонимы, средневековые хроники. Принцип самоопределения, референдум 1991 года, 99% за независимость. Территориальная целостность. Карабах признан частью Азербайджана ООН. Этнический состав. До конфликта азербайджанцы составляли до 25% населения НКО. Резолюции СБ ООН 873-874 требуют вывода армянских сил с территорий за пределами НКО, но не отрицают право на самоопределение. После 2020 года Азербайджан восстановил контроль над большей частью Карабаха. В сентябре 2023 года Республика Арцах, самопровозглашенное государство, была распущена. Десятки тысяч армян покинули регион, завершив многовековой цикл противостояния. Земля не виновата. Войну начинают люди. Мир тоже. Дорогие зрители, пусть эта история станет уроком, а не приговором. Армяне и азербайджанцы – народы с общими корнями, веками делившие хлеб, музыку и гостеприимство. Пожелаем им, Армении, чтобы боль утрат превратилась в мудрость.
Азербайджану, чтобы возвращенные земли стали пространством диалога, а не мести. А теперь ваша очередь. Поддержите канал, поставьте лайк, подпишитесь, чтобы мы могли раскрывать другие тайные истории. Флаг челлендж напишите в комментариях. Если ваше сердце с Арменией, если с Азербайджаном, если вы за мир без границ. Посмотрим, кого среди вас больше. История не заканчивается. Ее пишете вы. Где горы спят в объятиях облаков, а ветер шепчет древние слова. Там звезды падают на два края, одна судьба у Армении моей и Азербайджана. В ладонях рек и Аракс, и Кура течет напев сквозь радость и бурю. Ковры цветов, как символы добра, нас учат помнить, мы не чужие, мы братья у костра. Две реки, одна земля, сердца бьются не тая. Пусть рассвет растопит лед там, где дружба нас ведет. В каждом слове, в каждом жесте жизнь, что ярче самой звезды. Армения, Азербайджан — это песня из одной строки. Ты слышишь, как смеется старый сакс, а дудка вторит в горных здесь глазах. В гранатах кровь, в огне любовь к родным, и в каждом доме мать поет колыбельную сынам. Пусть время стирает следы войны, но память мост из света и вины. Мы разорвем тут цепь из горьких слез, чтоб наши внуки не несли в руинах чьих-то грез. Две реки, одна земля, сердце бьются не тая. Пусть рассвет растопит лед там, где дружба нас ведет. В каждом слове, в каждом жесте жизнь, что ярче самой звезды. Армения, Азербайджан — это песня из одной строки. И если вновь затухнет свет в ночи, мы зажжем его не от луча, а от свечи. Рукой в руке, как предки у скалы, построим дом, где радость и миндаля цветут сады. Две реки, одна земля, сердце бьются не тая. Дай нам, Бог, услышать зов, мир сильнее всех оков. Армения, Азербайджан — это небо, где летит орел, и в душе сквозь сотни ран расцветает наш общий дом. Когда последний камень брошен в бой, останутся лишь песни над землей, и мы споем их хором без преград. Ведь нет врагов, когда душа у всех одна. Что если за каждым кадром скрывается древняя мудрость, способная пробудить душу и перевернуть наше представление о мире? Ассаламу алейкум, мои родные! Сегодня я приглашаю вас в незабываемое кинопутешествие, где каждая картина, словно страница из великой истории человечества, рассказанная голосом вашего любимого YouTube-канала на Топчане. В этом выпуске я собрал для вас топ фильмов и сериалов, способных зажечь огонь веры и вдохновения в сердцах каждого мусульманина. Мы отправимся в путешествие по волшебному миру кинематографа, начиная с 16-го места нашего рейтинга и продвигаясь к заветному первому месту, где каждая картина оставляет след в душе.
16 место. Тегеран, 2020 год. Иран. Тамар Рабин, Нив-Султан, агент израильской разведки Моссад, внедренная в Тегеран под именем Мили Рахшиди. Ее миссия – хакнуть систему ПВО и обеспечить уничтожение ядерного реактора. Но один неверный шаг, и она превращается из охотника в жертву. Теперь ей приходится скрываться в городе, где каждый взгляд подозрителен, а доверие стоит дороже жизни. Ее единственный союзник – иранский революционер, чьи цели противоречат ее долгу. Факты. Создатели. Сериал снят израильским режиссером Дани Сиркином при участии Apple TV+. Это первый израильский проект, полностью посвященный противостоянию с Ираном. Актриса Нив-Султан, играющая Тамар, прошла 3-месячный курс хакерства и персидского языка. Ее персонаж вдохновлен реальными операциями Моссада. Скандал. Иран назвал сериал пропагандой сионизма и потребовал запретить его показ в арабских странах. Рекорд. Премьера собрала 1,7 миллиона зрителей за первые сутки. Рекорд для израильского ТВ. 15 место. Отель Мумбаи. Противостояние. Фильм 2018 года. В этом кинематографическом испытании мы окунаемся в атмосферу роскошного отеля Тадж Махал Палас, где каждый гость чтится как бог. А в момент террористической атаки герои вынуждены столкнуться с истинным испытанием человеческой стойкости и веры. Факт. Актер Арми Хаммер встречался с выжившими сотрудниками отеля, чтобы понять их боль. Четырнадцатое место. Али. Фильм 2001 года. Портрет легендарного Мохаммеда Али, человека, чей бой за гражданские права стал символом мужества и надежды для миллионов. Этот фильм – дань уважения герою, чье имя стало синонимом справедливости и борьбы за правду. Факт. Уилл Смит ради роли 3 года изучал хадисы. Его молитва в гримерке перед съемками стала легендой Голливуда. 13 место. Черное золото. Фильм 2011 года. На просторах аравийских пустынь, где нефть обещает не только богатство, но и новые испытания, разворачивается история о жадности, власти и цене великих открытий. Факт. Для роли шейха Антуана Фукуа учил арабский язык полгода. Его монолог о Коране, в финале импровизация. 12 место. Лекарь, ученик Авиценны. Фильм 2014 года. Погрузитесь в эпоху XI века, где юный Роб, потеряв мать, обретает дар видения смерти и мечту стать величайшим целителем мира. Его путешествие на восток, полное препятствий и войн, становится сказанием о борьбе с религиозными догмами и поиском истинной любви. Факт. Сцены в медресе снимали в настоящей библиотеке XI века в Узбекистане. 11 место. Меня зовут Хан. Фильм 2010 года. Эмоциональная история мусульманина из Индии, Ризвана Хана, который, несмотря на испытания синдромом Аспергера и перемены в судьбе после 11 сентября 2001 года, решается на трогательное путешествие через Америку в поисках утраченной любви и справедливости. Факт. Шахрух Хан лично просил разрешения у имамов Нью-Йорка снять сцену молитвы в мечети. Десятое место. Забивание камнями. Фильм 2008 года. Захватывающий рассказ о французском журналисте, чья поездка по иранским дорогам оборачивается встречей с женщиной, держащей в своих руках не только записку, но и план, способный изменить его судьбу. Тайны маленькой деревушки Кухпаях и ее жители раскрывают перед нами глубины человеческих судеб. Факт. Фильм снят по реальной истории Сараи Маничахриан. Режиссер Сайрус Нуристани получил угрозы от радикалов, но отказался остановить съемки. 9 место. Ассасины. Сериал 2024 года. Эпическая сага, начинающаяся в VII веке, когда зародился ислам, и рассказывающая о противостоянии двух течений веры. Здесь, на экране, оживают судьбы великих воинов,
а борьба за власть, честь и духовное руководство становится отражением вечной борьбы за истину. Факт. Сериал снимали в Саудовской Аравии. Впервые за историю телевидения власти разрешили показать раскол между течениями ислама. 8 место. «Принц Персии. Пески времени», 2010 год. Древняя Персия. Нищий мальчик, ставший принцем. Проклятые песочные часы, способные обратить время вспять, и предательство, которое угрожает уничтожить империю. Факт. Сцены погони по крышам снимали в Марокко. Джейк Джилленхол тренировался с паркуром 2 месяца, но все равно сломал ребро. 7 место. «Царство небесное», 2005 год, 12 век. Иерусалим. Кузнец Балиан защищает город от крестоносцев. «Кто ты, чтобы решать, чья вера истина?» – спрашивает он короля Лепрозира. Факт. Режиссер Ридли Скотт переписал сценарий после консультаций с исламскими историками. Салядин в фильме – символ благородства, а не врага. Шестое место. «Лев в пустыне», 1981 год, Ливия, 20-е годы. Амар Мухтар – учитель, воин, легенда. С горсткой повстанцев он 20 лет сражается с итальянскими захватчиками. Победа или рай? Факт. Актер Энтони Куин перед ролью выучил наизусть суры Корана. Фильм запретили в Европе на 10 лет. 5 место. «Рай под ногами матерей», 2024 год. Кыргызстан. Адил – мужчина с особенностями развития, чье сознание застыло на уровне 8-летнего ребенка. Он живет в маленьком селе со своей матерью Райхан. Каждый день она напоминает ему: «Аллах любит тебя особой любовью, сынок. Ты попадешь прямиком в рай». Но Адил не хочет рая без матери. Услышав, что паломничество в Мекку может обеспечить рай ее душе, он решает отвезти ее туда пешком. Их путь – это испытание веры, любви и надежды, где каждый шаг приближает их к священной цели. Факт. Фильм «Рай под ногами матерей» – не выдумка, а крик души тысяч семей, сталкивающихся с похожими испытаниями. Это история о том, как вера и материнская любовь преодолевают даже невозможное. 4 место. «Пророк Юсуф» сериал 2008-2009 годов. Это иранский религиозно-исторический телесериал, повествующий о жизни пророка Юсуфа, описанного в 12-й суре Корана. Действие происходит в эпоху фараонов Египта, где Юсуф, проданный в рабство своими братьями, проходит через предательство, тюрьму и искушение женой вельможи. Его несравненная красота становится испытанием для окружающих, а его непоколебимая вера – спасением для народа. Факты. Съемочный процесс продолжался 3 года, с 2004 по 2007 годов, а не 5, как иногда утверждают. Главную роль пророка Юсуфа исполнил Мустафа Замани. Информация о том, что актера выбирали из 1000 претендентов и сравнивали его лицо с описанием Юсуфа в Коране, не подтверждается официальными источниками. 3 место. Умар ибн аль-Хаттаб, 2012 год. Пастух, ставший повелителем правоверных. Его справедливость заставляла дрожать тиранов. «Если мой сын украдет, отрубите ему руку. Если я согнусь перед злом, свергните меня». Факт. Сериал одобрили 20 исламских ученых. Бюджет $40 миллионов. 2 место. «Восстание Эртугрул», 2014-2019 годы. Отец Османа, основателя Османской империи. Племя Каи сражается с монголами, крестоносцами и предателями. Меч – последний аргумент истины. Факт. В Турции сериал повысил посещаемость мечетей на 30%. Актер Энгин Алтан заучил все дуа своего героя на арабском. 1 место. Мухаммад – посланник Бога, 2015 год. Мекка, 7 век. Рождение пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, показанное через свет, звуки и дрожь земли. Ни одного лица, только голос, читающий Коран, и руки матери, обнимающей сына. Факт. Режиссер Маджид Маджиди потратил 10 лет на изучение хадисов. Каждый кадр – молитва. Благодарю каждого из вас за то, что были сегодня со мной в этом эпическом путешествии по страницам кинематографической истории.
Ваше внимание и поддержка – это то, что помогает моему каналу расти, и я вижу каждого, кто делится любовью. В этот священный месяц Рамадан желаю вам мира, благодати и духовного обновления. Пусть каждая минута станет источником вдохновения, а каждая встреча – даром судьбы. Если у вас есть любимый сериал или фильм, который оставил незабываемый след в вашем сердце, оставляйте его название в комментариях. Возможно, именно ваш выбор мы обсудим в следующем выпуске о кино. Пусть свет знаний и веры ведет вас по жизни, а каждая история, рассказанная на экране, приближает вас к истине. С миром и уважением. Кто такой Аттар? Это не просто имя, а символ вечного поиска, мост между материальным миром и безграничной сферой духовного бытия. Вы знали, что в одном древнем городе жил человек, который умел превращать страх в поэзию, а смерть в путь к вечности? Сегодня мы погрузимся в жизнь шейха Фарид ад-Дина Аттара так глубоко, что даже монгольские всадники позавидовали бы нашей смелости. Что общего между аптекой, зеркалом и 30 птицами? Ответ кроется в судьбе человека, родившегося в городе Нишапур в 1145 году. Его имя Абу Хамид Мухаммад ибн Абу Бакр Ибрахим, но мир запомнил его как Аттара, исцеляющего души. Аттар стал великим поэтом и мистиком, чьи строки до сих пор озаряют умы искателей истины. Его жизнь – это путь полный противоречий, борьбы с бренностью, путешествий в поисках внутреннего света и одновременно свидетельство силы пера, способного преобразовать судьбы целых народов. Родившийся в Нишапуре в одном из самых известных культурных центров Хорасана около 1145 года, Аттар вырос в семье аптекаря. С ранних лет он впитывал знания о травах, лекарствах и, что немаловажно, о тайнах души, передаваемых в устной традиции суфиев. Воспитание, подаренное ему отцом, пробудило в нем не только интерес к ремеслу, но и глубокое стремление к пониманию скрытых истин. Эта двойственная природа, умение сочетать материальное мастерство с духовной интуицией, стало ключом к его величайшему дару – способности исцелять сердце, словно настоящий фармацевт душ. Судьбоносный момент произошел, когда в его процветающую аптеку вошел странствующий дервиш. Его слова, полные печали и мудрости, потрясли молодого Аттара до глубины души. Он осознал, что истинное богатство не измеряется золотой купюрой или запасами целебных снадобий, а заключено в умении постичь смысл божественного и преобразить свою душу. Именно после этого судьбоносного разговора Аттар оставил свою аптеку, отказался от материальных благ и отправился в долгое и трудное путешествие по землям Востока. Путешествуя через Багдад, Басру, Куфу, Мекку, Медину, Дамаск, Хорезм, Туркестан и даже достигнув Индии, он искал мудрость великих суфиев, впитывал их учения и впоследствии превращал их в свои произведения. В каждом новом городе он находил для себя не только наставников, но и духовных детей, учеников, для которых его слово становилось проводником на пути к божественному единству. Его опыт, собранный в этих странствиях, нашел отражение в таких шедеврах, как «Конференция птиц», произведении, где каждая птица символизирует искателя, а их тернистый путь к легендарному Симургу становится аллегорией духовного преображения. Здесь, подобно тому, как Омар Хайям, великий поэт и математик, через свои рубаи размышлял о бренности жизни, Аттар через образы птиц учил тому, что истинное освобождение возможно лишь через внутреннее очищение и познание. Не стоит забывать и о прозаическом сборнике Таскират ал-Аулия, в котором Аттар, называемый фармацевтом сердец, собрал жизнеописания святых. В этом произведении он не только фиксировал истории великих суфиев, но и создавал образ духовного идеала, оставляя после себя наследие, которое и сегодня является ценнейшим источником знаний о суфийском пути. Однако жизнь Аттара не была только возвышенной и светлой. В один судьбоносный день, когда в Нишапуре разразилось монгольское нашествие, его путь оборвался трагически.
1220 года, когда город был безжалостно разрушен, Аттар пал в жестокой резне, отказавшись от компромиссов перед лицом неумолимой судьбы. Легенды гласят, что во время пленения ему предложили выбор – отречься от веры или умереть, и он выбрал меч, ибо для него душевная истина была ценнее любых материальных благ. Говорят, что из его раны вместо крови текла розовая вода. Символ того, что истинная красота и свет заключены в каждом искреннем сердце. Наследие Аттара живет не только в его произведениях, но и в сердцах тех, кто последовал его учению. Его строки вдохновили таких великих поэтов, как Руми, который однажды сказал, что Аттар был духом, а Руми лишь продолжателем его пути. Влияние его учения ощущается и в трудах Омара Хайяма, чей взгляд на мимолетность жизни и философия гносиса находят отклик в глубоких переживаниях Аттара. Вместе они создали неповторимый образ персидской поэзии, объединяющий мудрость древних и стремление к вечному. Интересен и тот факт, что не только его духовная жизнь оставила след в истории, но и его практический опыт. Помимо того, что Аттар умел лечить тела, он лечил души, помогая людям увидеть за обыденностью мир истинных ценностей. Его участие в торговле, книгоиздании и даже в издании трактатов свидетельствует о том, что он не отвергал мир, а искал в нем отражение божественного, находя гармонию между земным и небесным. Почему 30 птиц – это мы? В поэме «Мантик ат-Тайр», написано около 1188 года, Аттар раскрыл тайну. Симург – не мифический царь, а отражение 30 птиц. На фарси Симург – 30 птиц. 7 долин – это 7 этапов трансформации сознания. Современные ученые сравнивают их с изменениями в мозге во время медитации. В рукописи XV века из Лондона Симург изображен как зеркало, покрытое арабской вязью. Эта деталь исчезла в большинстве переводов. Почему суфии боялись его строк? В 1215 году Аттара обвинили в ереси за фразу «Бог ближе, чем твоя грудная кость». Он сжег часть рукописей, но тайно передал их ученикам. Сенсация 21 века. Исследовательница Лейла Таджик доказала, что некоторые газели из его сборника принадлежат Раби Нишапури, женщине-суфийке, чье имя вычеркнули из летописей. Ее стихи обнаружили в 2020 году в архивах Тегерана. Сегодня мавзолей, воздвигнутый в XVI веке и реконструированный во времена правления Реза Шаха, является памятником его великому духу. Это место, где паломники со всего мира приходят почтить память того, кто оставил неизгладимый след в истории суфизма и мировой литературы. Аттар – это пример того, как можно, не отвергая материальное, достигнуть высших духовных высот. Его жизнь и творчество напоминают нам, что каждая душа несет в себе сокровище, подобное океану, в котором даже малейшая капля способна озарить тьму. Его учение о том, что истинная сила кроется не в накоплении богатств, а в стремлении к единству с Божественным, остается актуальным и сегодня, во времена глобальных перемен и духовных кризисов. Почему это важно сегодня? Потому что в мире, где алгоритмы пишут за нас мысли, Аттар напоминает: сорви маску с лица и увидишь, что под ней сияет солнце, которое ты носишь в груди. Наш канал – ваш проводник в эти миры. Мы не просто рассказываем истории, мы роем колодцы в песках времени, чтобы вы могли напиться мудрости, которой нет в Ютубе. Поддержите нас, и вместе мы расшифруем стихи Раби Нишапури, спрятанные в тени веков. Отправимся в Нишапур будущего, где на руинах аптеки Аттара растут цифровые розы. Нажмите подписаться, и пусть каждый ваш лайк станет крылом для новых открытий. Ведь, как говорил Аттар, даже если ты один, ты оркестр. Даже если тихо, твой голос услышат звезды.
Навруз, что в переводе с персидского означает «новый день». Это праздник, отмечающий приход весны и обновление природы. Его история насчитывает более 3000 лет и восходит к временам зороастризма, древней религии, распространенной на территории современного Таджикистана и других стран региона. Согласно легендам, Навруз связывают с мифическим царем Джамшедом, который установил этот праздник в день, когда солнце перешло в созвездие Овна, символизируя начало весны и обновление природы. В Таджикистане Навруз является одним из самых значимых и любимых праздников, сопровождающимся множеством традиций и обычаев. Хонатакони – уборка дома. Перед праздником принято тщательно убирать жилище, избавляться от старых и ненужных вещей, что символизирует очищение и обновление. Приготовление праздничных блюд. Центральное место на праздничном столе занимает суманак – сладкое блюдо, приготовленное из пророщенной пшеницы. Процесс его приготовления длится около 12 часов и сопровождается песнями, танцами и загадыванием желаний. Считается, что суманак символизирует плодородие и изобилие. Оштикуни. В период праздника принято мириться с недругами, прощать обиды и начинать Новый год с чистым сердцем. Хафтсин и Хафтшин. Традиция украшения стола 7 предметами, названия которых начинаются на букву «С» или «Ш». Каждый из этих предметов имеет символическое значение, связанное с благополучием и процветанием. В 2009 году Навруз был включен в список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. А в 2010 году Генеральная ассамблея ООН провозгласила 21 марта Международным днем Навруза. Сегодня этот праздник символизирует мир, единство и согласие между народами, являясь источником нравственности, воспитания и созидания. А в горах Памира в это время запускают воздушных змеев. Их раскрашивают в цвета национального флага – красный, белый, зеленый. Чем выше взлетит змей, тем ближе наши молитвы к небесам, говорят дети, чьи предки 2000 лет назад делали таких же змеев из бамбука и шелка. В городах разыгрывают спектакли по мотивам легенды о Каюмарсе, первом царе, победившем зимнего демона. Актеры в золоченых доспехах сражаются с чудовищами в черных плащах под одобрительные крики толпы. А в селах до сих пор исполняют гуль-гардони, обряд сбора первых цветов. Девушки в расшитых платьях идут в горы, срывают подснежники и поют. В 2024 году праздник объединяет поколения. Бабушки в кишлаках все так же варят суманак, а молодежь в Душанбе устраивает флешмобы с хэштегом «Навруз». Правительство организует грандиозные концерты, где народные певцы исполняют фалак, мелодии, от которых дрожит душа. Но главное чудо происходит в селе Ходжа-Мастон, где уже 30 лет подряд воссоздают торжество Джамшида. Всадники в доспехах древних персов проезжают через врата весны, а акробаты изображают борьбу стихий. Родные, ну скажите честно, посмотрите на эти великолепные фотографии. Перед нами стройные девушки в традиционных платьях-рубахах, известных как курта, и свободных шароварах. Каждое платье украшено изысканной вышивкой, отражающей богатство культурного наследия нашего народа. Обратите внимание на разнообразие вырезов воротников, горизонтальные для молодых девушек и вертикальные для замужних женщин, что подчеркивает уважение к традициям и семейным ценностям. Навруз – это не просто праздник, это символ возрождения природы и человеческой души. В эти дни по всей стране проходят масштабные мероприятия, собирающие тысячи людей. Особое место занимают концерты на стадионах крупных городов, где выступают лучшие артисты и коллективы. Посмотрите на эти кадры. Яркие костюмы, зажигательные танцы и счастливые лица зрителей создают непередаваемую атмосферу единства и радости. Навруз напоминает нам о важности единства, мира и взаимопонимания. Он объединяет людей разных возрастов и профессий. Пусть этот праздник вдохновляет нас на добрые дела, укрепляет наши семьи и приносит благополучие в каждый дом. Дорогие, если вам понравился выпуск, пожалуйста, поддержите наш канал.
Потратьте всего 1 секунду, чтобы поставить лайк и подписаться. Для вас это мелочь, а для меня огромная мотивация создавать новые интересные выпуски. Напишите в комментариях, о каких аспектах персидской культуры вы хотели бы узнать больше. Самый популярный комментарий станет темой моего следующего видео. Спасибо за ваше внимание. Ассаламу алейкум. بهاری شریف در وطن رقصم نوروزی مبارک جاودان دخترانی زیبا چون گوشینی سبز در پاییز و منک سرود می‌سراید در کوه سرم پایستن و بر می‌پیماید ابشاری فرا در دل هوا می‌آورد هر یک گل که می‌شکافد از زمین قصه عشق وطن را می‌گوید نوروزی منی وطنی من تو مادری من تو آسمانی من در این روزی نور دل‌ها یک است تا جاودان زنده باد این وطن نوروزی من ای وطنی من تو مادری من تو آسمانی من در این روزی نور دل‌ها یک است تا جاودان زنده باد این وطن دختری تاجیک مهتابی شب‌ها در روی شیشک و پاکیونگی است هر قدمی او چو شهلا در دشت مرزوری سبز رو برقص می‌درآورد در دست‌هایش سبز و سنجید در دیده‌هایش روزی پدر و مادر نوروز بیا میگوید این زبانی شیرین که در هوا بشود تا به 4 سو نوروزی من ای وطنی من تو مادری من تو آسمانی من در این روزی نور دل‌ها یک است تا جاودان زنده باد این وطن نوروزی من ای وطنی من تو مادری من تو آسمانی من در این روزی نور دل‌ها یک است تا جاودان زنده باد این وطن ایستگاه است تو یک داستانیکو ما همه یکیم در این زمین از پدرون تو بیرسایم با فرزندان فی نوروزی من ای وطنی من تو مادری من تو آسمانی من در این روزی نور دل‌ها یک است تا جاودان زنده باد این وطن نوروزی من ای وطنی من تو مادری من تو آسمانی من در این روزی نور دل‌ها یک است تا جاودان زنده باد این وطن Родные, сегодня мы отправимся в Среднюю Азию, регион, где каждая страна уникальна и по-своему богата. От золотых песков пустынь до заснеженных горных вершин здесь есть чем гордиться. Давайте узнаем, чем славится каждая из 5 стран. Казахстан – самая большая страна региона. Его недра хранят около 30% мировых запасов урана, что выводит его на первое место в мире по добыче этого ресурса. А еще это главный хлебный край Средней Азии. Бескрайние степи обеспечивают более 80% зерна всего региона. Особенно ценится казахстанская пшеница. Но Казахстан – это не только земля и полезные ископаемые. Здесь находится Байконур, легендарный космодром, с которого уже более 60 лет человечество запускает ракеты в космос. Узбекистан – страна, где история переплетается с современностью. Она входит в 20-ку стран с крупнейшими запасами золота, а ее хлопок известен далеко за пределами региона. Но главное сокровище Узбекистана – города Шелкового пути. Самарканд и Бухара, чьи мечети и медресе украшены бирюзовой мозаикой, внесены в список всемирного наследия ЮНЕСКО. А местные дыни и абрикосы считаются одними из самых сладких в мире. Туркменистан занимает 4-е место в мире по запасам природного газа. Но не только этим он знаменит. Здесь разводят ахалтекинских коней,
древнейшую породу, которую называют золотыми конями за их грацию и блеск шерсти. А еще в туркменской пустыне есть уникальное место – газовый кратер Дарваза, который горит непрерывно с 1971 года. Его называют вратами ада, и это зрелище привлекает смелых путешественников со всего мира. Таджикистан – страна гор. Более 90% ее территории занимают хребты Памира и Тянь-Шаня. Бурные реки дают около 95% электроэнергии страны, а Нурекская ГЭС с высотой плотины в 300 метров долгие годы была самой высокой в мире. Здесь же добывают редкие минералы, например, лазурит, которые веками использовали для украшения дворцов и храмов. Кыргызстан называют горным сердцем Азии. Местные жители бережно хранят традиции кочевой культуры, а природа радует глаз альпийскими лугами и чистейшим озером Иссык-Куль. Это озеро не замерзает даже в лютые морозы, а его глубина достигает 700 метров. Кыргызстан славится и своим медом. Благодаря разнотравью горных склонов, местный мед обладает уникальными целебными свойствами и высоко ценится знатоками. А теперь представьте, что Средняя Азия – это ладонь, а ее страны – 5 пальцев, без которых невозможно ни собрать урожай, ни построить дом. Каждый палец уникален, и я хочу рассказать вам, как они вместе творят историю. Большой палец – Казахстан. Он крепок, как степной ветер, и мудр, как тысячелетние курганы Саков. Его сила в уране, который светит городам мира, и в яблоках, подаривших вкус рая всему человечеству. Это палец, что держит щит и меч. В одной руке пшеница, в другой – ракеты Байконура. Без него ладонь не соберет хлеб и не дотянется до звезд. Указательный палец – Узбекистан. Он указывает путь, как когда-то вел караваны по шелковому пути. Его золото и хлопок одевали царей и простых людей, а под его кожей течет подземное море, источник жизни в сердце пустыни. Это палец поэтов и ученых. Он вышивает сюзани, пишет стихи на шелковой бумаге и строит купола Самарканда. Без него ладонь забудет, куда идти. Средний палец – Туркменистан. Самый гордый и горячий, его огонь – это газ, греющий дома от Европы до Азии, и кратер Дарваза, горящий уже 53 года. В его жилах скачут ахалтекинские кони, а в пещерах прячутся рыбы-призраки, старше пирамид. Это палец, который бросает вызов, строит мраморные города в песках и не боится быть замеченным. Без него ладонь потеряет пламя. Безымянный палец – Таджикистан. Самый скромный, но самый выносливый. Его ледники хранят дыхание ледникового периода, а горные реки дают свет миллионам. На нем кольцо лазурита, камня, которым украшали гробницы фараонов. Это палец, который молча вершит великое, строит плотины выше облаков и выращивает абрикосы в камнях. Без него ладонь останется во тьме. Мизинец – Кыргызстан. Мал-да-удал. Его сила в беркутах, разрывающих небо, и в меде сладком, как детство. Он хранит тайны озера Иссык-Куль, на дне которого спят древние города. Это палец, что помнит песни кочевников и шепчет их ветру. Без него ладонь утратит связь с предками. А теперь сожмите эти пальцы в кулак. Что получится? Средняя Азия, которую не сломить. Ее кости – горы Памира и Тянь-Шаня. Ее кожа – золото песков и серебро рек. Ее кровь – газ, уран и пшеница. Ее душа – поэзия Навои, яблоки Сиверса и кони, чьи копыта высекают искры из камня. Этот кулак не боится ни бурь, ни времени. Он может построить космодром в степи, оживить мертвое море под землей, превратить лед в свет, а пепел истории в золото будущего. Но сила его в единстве. Если пальцы поссорятся, кулак рассыплется. Если объединятся, сдвинет горы. Друзья, если вы из Средней Азии, поднимите руку и посмотрите на свою ладонь. Ваши предки дали вам эту силу. Берегите ее. Рассказывайте детям о балбалах, яблоках и рыбах-призраках.
Пусть они знают, их корни крепки, как кулак 5 стран. А если вы далеко отсюда, помните, где-то там между Каспием и Памиром есть земля, где города строят из мрамора и песка, а орлы до сих пор носят в когтях легенды. Подпишитесь, чтобы не пропустить, как персидские поэты предсказывали будущее. Поставьте лайк, если верите, что единство сильнее врагов. И напишите в комментариях, какой палец этой ладони вас покорил. До завтра. Новый выпуск будет таким же жарким, как пламя Дарвазы. چشمی تورم پیوندی ماست در دل ما یکی حکایت است قزاقستان دشتی پرچم ازبک شاهراهی ابریشم ترکمنستان اسبی دلی تاجیکستان کوهی پهلوان قرقیزستان کولی سپرگرد پنج برادر یک جان شیرین پنج برادر پنج دیو در یک آتش گوش کردم تو من تو شبم این زمین مادری ماست پنج برادر پنج دیو در یک آتش گوش کردم تو من تو شبم این زمین مادری ماست سرها صدای ما در آبی دریاها آبروی ما قدمی پشوای Знаете ли вы, что в 1943 году под Курском воевала кавалерия из пустынь Узбекистана, Таджикистана, Киргизстана и Казахстана? Да, те самые всадники, которые до войны пасли овец, гнали фашистов на запад, с шашками против танков. Сегодня вы услышите голоса, затерянные во времени, письма солдат из Средней Азии, которые не попали в учебники, но изменили историю. Их писали на обрывках карт, в окопах под бомбежками, а иногда кровью. Готовы ли вы пережить эти истории? Тогда включайте звук на максимум. Сегодня я прочту письма, после которых вы перестанете смотреть на войну как на черно-белый архив. Представьте, 42-й год, Сталинград. Температура -30, патроны на исходе, а в кармане у бойца из Душанбе смятый листок с единственными словами «Мама, я жив». Сейчас эти строки оживут. Дорогие отец и мама, пишу вам из Сталинграда. Наш полк держит оборону у завода баррикады. Вчера наш земляк Джурабек из Душанбе подорвал танк гранатой. Командир представил его к награде. Скучаю по яблокам из нашего сада. Как там сестренка? Передайте, что брат ее любит. Ваш сын Абдурахман. Здравствуйте, мои дорогие. Сегодня отбили 3 атаки фашистов у Панырей. Наш расчет подбил 2 тигра. Нурмат из Ферганы ранен в руку, но остался в строю. Командир говорит, здесь решается судьба Родины. Мама, не плачь. Если погибну, знайте, я защищал ваше будущее. Целую, Каримжан. Родные мои, вчера освободили Одессу. Бежали по улицам, в нас кидали цветами. Местный дед сказал «Спасибо, сынок» на казахском, оказался переселенцем из Актобе. Пишу в полуразрушенном доме. Скоро двинемся на запад. Целую всех. Тулеген. Дорогая сестра Айгуль, мы у стен Берлина. Вчера форсировали реку Одер. Немцы стреляют из окон, но наши «Катюши» чистят квартал за кварталом. Вспоминаю, как мы пасли овец в горах. Скоро вернусь.
Если не вернусь, знай, брат погиб за мир. Алишер. Родные, сегодня услышали, война кончилась. Стреляли в воздух, обнимались с чехами. Один старик подарил мне цветок и сказал: «Шукуран, солдат. Завтра едем домой. Скажи маме, чтобы готовила плов. Ваш султан». Дорогие родители, на Мамаевом кургане земля смешана с железом и кровью. Вчера мы отбили 6 атак. Шерзот из Самарканда закрыл амбразуру Дзота своим телом. Его представили к герою. Целую вас. Если не вернусь, помните, я бился за родину. Рахим. Родные мои, сегодня взяли в плен немецкого генерала. Он дрожал от холода и повторял: «Русские безумцы». Мы выстояли. Вчера нашли письмо от вас с фото маленькой Айгуль. Спасибо. Ваш Жумабай. Здравствуйте, мама и отец. Нас атакуют тигры. Земля горит, но мы держимся. Сегодня подбил танк из противотанкового ружья. Командир сказал: «Молодец, горцы. Скучаю по плову и тени Чинара. Нурмат». Дорогая жена, форсировали Днепр под огнем, плыли на досках и бревнах. Я тащил раненого русского товарища, он кричал: «Давай, киргиз, доплывем». Слава богу, живы, целую детей. Кадырбек. Родные, сегодня сняли блокаду. Люди плакали и делились последним хлебом. Старушка подарила мне варежки. Носи, сынок, спасибо. Как там Ташкент? Пишите чаще. Алишер. Дорогие, освобождаем Белоруссию. Вчера ворвались в деревню, которую немцы сожгли дотла. Местные мальчишки показали, где прячутся фашисты. Пишу при свете костра. Спасибо за посылку с сухофруктами. Сабир. Мама, салам. Наши танки прорвали оборону. Немцы бегут, бросая технику. Вчера взяли в плен эсэсовца, он все твердил: «Казахи – дьяволы. Скоро войне конец». Целую, Бахтияр. Дорогая сестра, взяли немецкий город. В подвале нашли склад с едой. Голодные дети просили хлеба. Отдал им свой паёк. Снег здесь черный от пепла. Скоро домой. Исламбек. Здравствуйте, родные. Немцы бросили на нас танки у Балатона. Наш эскадрон атаковал в конном строю. Мой конь Зульфия спас меня, вынесла из огня. Целую, ваш Фархот. Дорогие, бьемся за каждый дом. Вчера выдрузили флаг на ратуше. Немецкий мальчик дал мне воду. Дрожал как лист. Говорит: «Не стреляйте, я не фашист». Скоро победа. Мурат. Родные, сегодня бойцы кричали: «Знамя над Рейхстагом». Мы в 2 кварталах от него. Немцы стреляют из окон. Но мы уже не остановимся. Джамал. Мама, мы победили. Прага встречает нас цветами. Чешская девочка подарила мне куклу. Для вашей дочки. Плачу от счастья. Скоро увидимся. Азамат. Дорогие, стою на Красной площади. Маршируем мимо мавзолея. Сталин смотрит на нас. После парада дали обед, плов и фрукты, как дома. Ваш Рашид. Родители. Разгромили японцев. Бежали они, как шакалы. Местные китайцы кричат: «Спасибо, русский!» Едем домой. Встречайте героя. Талгат. Дорогая жена, война кончилась, но нас оставили добивать банды лесных братьев. Будьте осторожны. Говорят, они мстят семьям солдат. Скоро вернусь. Целую детей. Шукур. Эти письма не строчки на пожелтевшей бумаге. Это нервы войны, обнаженные до крика. Каждая подписка не цифра. Это рука, протянутая через 100 лет солдату, который пишет: «Если не вернусь, помните». Они не просили памятников, они просили не забыть. Поэтому, если сердце ёкнуло хоть раз, ткните в лайк, будто ставите печать на приказе. Солдат, ты не зря. Проверьте, горит ли тут красная кнопка «Подписаться». Смахните невидимую пыль с экрана и скажите:
я здесь. Это и есть память. Из памерских высот, где снега, как слова, шел таджикский солдат сквозь огонь и свинец. В его кисете горсть родного кишлака, а в глазах полыхающий Сталинградский фронт. Стиль гудела красой, ревел танковый ад. Узбек с русским плечом к плечу встали в гранит. Казах пел в тишине перед самым броском. Если поду, пусть ветер в юрте запоет. Мы письма из вечности, написанные кровью. Таджик, киргиз, казах, узбек и русский брат. Нас Родина слепила из огня и боли, чтоб звезды над Берлином в мае зацвели. Зажгите свечи памяти, мы в них не умрем. Сквозь годы через пламя наш голос пророс. Не откладывай радость на завтра, ибо сегодняшний день – дар небес. Вино – зеркало души, отражающее тайны мира. Судьба играет с нами, как ветер с листьями, оставляя лишь мгновение счастья. В каждом зерне песка сокрыта бесконечность, в каждом мгновении – жизнь. Свет звезд напоминает о вечном, но истинный блеск находим мы в вине. Оставь печали, как ночь уступает заре, и впусти в сердце свет нового дня. В объятиях мгновений рождается вечность, а в каждом взгляде – поэзия бытия. Пусть вино льется, как река, смывая заботы суетного мира. Любовь – таинственный дар, способный оживить самый мрачный вечер. Каждый глоток, как поцелуй судьбы, пробуждающий веру в чудо. Смелость в душе – истинное вино, питающее сердце мудростью. Не бойся пустоты, ибо в ней заключена вся полнота бытия. Душа, как вино, раскрывается в мерцании страстей и грусти. Вечер звезд, как шепот древних мудрецов, несет ответы на вопросы судьбы. Пей, ибо жизнь быстротечна, и каждый миг сверкает, как звезда. Воспевай мгновения, ведь они драгоценный дар, не повторяющийся вновь. Беспечность сердца – ключ к тайнам мироздания, как вино к загадкам Вселенной. Звезды над головой напоминают, что жизнь – лишь мгновение в бесконечности. Сладость жизни кроется в мгновениях, где вино и любовь сливаются в единое целое. Пей, и каждая капля станет песней, пробуждающей дух вечности. Тишина ночи наполнена звуками души, как вино ароматом жизни. Судьба – неутомимый художник, рисующий узоры на холсте времени. Погрузись в мгновение, как в омут, и найди там утешение. Любовь и вино – два крыла, дарующие полет свободному духу. Пусть каждый день будет праздником, а вечер – волшебством мгновений. Смирение сердца открывает врата неизведанных миров, как вино открывает тайны души. Каждый миг – как вспышка света в бескрайней дали времени. Любовь окрыляет, как вино, дарующее радость и свободу. Пей, и пусть в сердце зазвучат мелодии древних мудростей. Вино – проводник между мирами, дарующий мгновение истинной красоты. Судьба мерцает, как огонь, освещая путь к вечной гармонии. Пей, ибо время – неумолимый страж, а жизнь – свободный ветер. Каждое мгновение – драгоценный дар, запечатленный в вечности. Любовь – безграничная река, в которой купаются мечты и надежды.
Пей, и пусть в душе зазвучат аккорды радости и нежности. Вино – символ свободы, освобождающий нас от оков времени. Каждая капля – напоминание о том, что жизнь прекрасна и мимолетна. Судьба улыбается тем, кто отважно постигает суть бытия. Пусть в сердце расцветает весна, как вино расцветает на губах. В каждой минуте скрыт глубокий смысл, подобный тайнам Вселенной. Пей, ибо вечер манит, как сказка, обещающая чудеса. Звезды шепчут о вечном, раскрывая тайны сквозь время. Каждая тень ночи тает искру света, пробуждая мечты. Любовь и вино – источники, из которых черпается истинная жизнь. Пей, и в каждой капле услышишь голос древних мудростей. Судьба, как вихрь, уносит нас сквозь радость и печаль. В каждом моменте отражается вечность, словно в зеркале души. Пей, ибо жизнь – волшебный миг, сотканный из снов и реальности. Каждая звезда на небе – символ надежды, дарующий свет в темноте. Вино открывает врата в мир, где царят любовь и вдохновение. Пусть судьба ведет сквозь лабиринты времени, озаряя путь светом. Любовь – путеводная звезда, указывающая путь к истине. Пей, ибо каждая капля – песнь, рожденная в сердце Вселенной. В каждом миге звучит музыка бытия, дарованная нам судьбой. Жизнь, как вино, ускользает, оставляя след незабываемой нежности. Каждый вечер приносит обещание новой жизни и вдохновения. Вино – союз земли и неба, дарующий мгновение блаженства. Пей, ибо мгновение счастья – бесценный дар судьбы. Любовь, как вино, раскрывает сердце и дарует вечное вдохновение. Пей, и пусть твоя душа наполнится ароматом мира и вечности. Каждая капля вина – отражение глубины бытия и мудрости времен. Судьба, как река, уносит нас сквозь бури и тихие воды мечты. Пей, ибо ночь дарует отдых и тихую гармонию души. В каждом мгновении скрыт ответ на вопросы вечности. Любовь, как луч света, пронизывает тьму, дарует тепло и утешение. Пей, и пусть вино станет мостом между сердцем и Вселенной. Судьба расставляет звезды на небесном своде, ведя к истине. Ибо мгновение счастья эфемерны, как утренняя заря. Каждая капля – нота в симфонии Вселенной, звучащая в вечности. Пей, и пусть каждый глоток станет шагом к вечной свободе. В каждом миге жизни звучит безмолвная поэзия, написанная судьбой. Судьба шепчет тайны, скрытые в глубинах древних звезд. Пей, ибо каждая минута – бесценный дар для мечты. Вино дарует мгновение истины, наполняя сердца светом. Любовь, как утренний рассвет, пробуждает душу и дарует надежду. Пей, ибо жизнь – волшебство, сотканное из мгновений и мечтаний. Каждая звезда на небе – символ великой тайны, дарующий свет. Любовь и вино – спутники вечного пути в мире грез. Пей, и пусть в каждом мгновении раскрывается суть Вселенной. Пей, ибо жизнь – мгновение, наполненное мудростью и светом. Не оставляй радость для будущего, ведь сегодня дарует чудеса. Вино – зеркало души, открывающее врата к тайнам бытия. Судьба ведет нас сквозь моменты света и тьмы, даруя вдохновение. В каждом зерне времени скрыта вечность, а каждый миг – песнь жизни. Звезды на небе напоминают, что каждая минута – шанс для мечты. Оставь печали, как ночь уступает утреннему сиянию, и встречай новый день. В объятиях мгновений рождается поэзия, дарующая душе покой.
Любовь оживляет самый мрачный час, озаряясь светом истинной веры. Каждый миг – шанс для новой надежды, подаренной самой судьбой. Смелость сердца питает мудрость, словно вино питает волю жизни. Не бойся пустоты, ибо в ней скрыта полнота бытия. Душа расцветает в сиянии страстей и тихой грусти. Вечер, как шепот древних мудрецов, приносит ответы на вопросы судьбы. Жизнь мимолетна, как вспышка звезды, озаряющая ночное небо. Празднуй мгновения, ведь каждый из них – драгоценный дар вечности. Судьба улыбается тем, кто верит в чудеса и находит свет в темноте. Небо учит, что каждая минута – бесценный дар для искренней души. Истина сокрыта в простых моментах, дарующих покой и радость. Пусть сердце танцует в такт вечной симфонии, ведя к свету. Сладость жизни проявляется в мгновениях, когда любовь наполняет все вокруг. Пусть каждая капля радости станет песней, звучащей в глубине сердца. Тишина ночи обнимает души, даруя вдохновение для новых свершений. Судьба творит чудеса, когда смелость встречается с искренней любовью. Жизнь подобна благородному вину, оставляющему в сердце теплый след. Вера в чудеса превращает обыденность в волшебство мгновений. Жизнь подобна прекрасной мелодии, каждый момент которой – уникальное произведение искусства. Любовь и мудрость сливаются в сердце, открывая врата к вечному свету. Пусть каждый рассвет дарует новую надежду, а закат приносит умиротворение. Истина сокрыта в простоте, и лишь смелый способен постичь ее глубину. Как звезды украшают ночное небо, так радость озаряет наши дни. В тишине души рождаются ответы на вопросы, которые остаются безмолвными. Судьба – путеводная звезда, ведущая нас сквозь лабиринты времени. Каждый новый день открывает неизведанные грани собственного сердца. В глубине каждого из нас живет древняя мудрость, способная исцелить раны прошлого. Обретая покой, мы учимся ценить мгновения, наполненные глубоким смыслом. Пусть мечты возносят нас к вершинам, где царит чистота и истина. Судьба нежно ведет по дороге жизни, указывая путь к вечной радости. В каждом звуке ветра слышится шепот древних сказаний и мудрых уроков. Истина не требует слов, она открывается в глубине искренних чувств. Пусть мягкий свет луны освещает путь, даруя покой и уверенность. Каждый миг – возможность стать ближе к гармонии с собой и миром. Величие души проявляется в умении видеть красоту там, где другие видят обыденность. Мудрость приходит к тем, кто умеет слушать тишину и чувствовать ее ритм. Пусть время дарует мгновения, наполненные искренностью и светом. В каждом моменте жизни таится чудо, если мы откроем сердце для него. Судьба не разбрасывает дары случайно, каждое испытание несет урок и благословение. Наша жизнь – это ткань, сотканная из мгновений любви, радости и откровений. Как дождь омывает землю, так мудрость смывает пыль невежества. Каждое сердце несет в себе лучи вечного света, способные озарить мир. Пусть внутренняя гармония станет путеводной нитью на пути к счастью. Истина расцветает в тишине, как редкий цветок в сердце пустыни. Каждый шаг на жизненном пути – встреча с неизведанным чудом бытия. Пусть звуки природы наполнят душу радостью и пробудят веру в чудеса. Мир открывается перед нами, когда мы смело принимаем каждое мгновение как дар. В каждом дыхании Вселенной слышится мелодия вечного преображения. Дорогие друзья и истинные ценители великой поэзии, сегодня я приглашаю вас стать неотъемлемой частью творческого путешествия, где каждая строчка Омара Хайяма оживает и наполняется смыслом.
Поддержите этот канал, поставьте лайк под видео, пусть мир узнает, сколько душ, жаждущих мудрости и красоты, собрались здесь. Прошу вас оставить в комментариях свои мысли. Напишите, чьи цитаты или стихи вы хотели бы услышать в новом выпуске. Тот комментарий, который соберет 100 лайков, станет путеводной нитью для дальнейших свершений и вдохновения нашего общего дела. Пусть каждый из вас сегодня обретет частичку света и тепла, а каждая минута наполнится новыми открытиями и радостью. Благодарю за вашу поддержку и за то, что вместе мы творим маленькое чудо, дарующее миру поэзию и мечту. Друзья, привет! Если вы здесь, значит вас, как и меня, увлекает история Персии, тайны Средней Азии и красота персидской поэзии. И у меня для вас есть кое-что особенное. Я создаю этот контент, потому что хочу, чтобы древние истории оживали, чтобы стихи звучали так, как их задумывали поэты. И теперь вы можете помочь сделать канал еще лучше. Все просто. Спонсоры получают доступ к закрытым материалам, редким кадрам, не вышедшим в общий доступ. Ваши комментарии будут на первом месте, а на стримах закрытые чаты только для наших людей. Плюс упоминания в роликах для тех, кто особенно поддерживает канал. Так что если вам откликается все, что мы здесь создаем, нажимайте кнопку «Спонсировать». Давайте вместе делать историю живой. Спасибо, что вы со мной. Увидимся в новых видео.